Поначалу я боксом занимался. Начал с 6 класса, с конца 6 класса. Это мне лет 12-13 было. Был такой момент, короче, у нас там в зале груши стояла. Были там еще в зале у нас те, кто кикбоксинг тренируется, но я сам кикбоксинг не тренировался. И вот, короче, эти кикбоксеры начали, короче, пинать. Ну, я тоже с ними начал там груши пинать. И тренер говорит, короче, вот, типа, оказывается, ты умеешь пинать, вот на днях, короче, спарринга будет, может, там выступишь. Ну вот я пошел, там выступил, показал себя нормально. Соревнования за соревнования, сборы за сборами, и сам не заметил, как за республику начал выступать. Первенство города Якутска в 2021, ну, в конце 2021 я там первое место занял, там по дисциплине лайт-контакт было. Вот, одни из первых соревнований. Вот, и первое золото по кикбоксингу. Ну, считай, начиная с того момента уже родители начали, типа, поддерживать, верить в меня. Поначалу они боялись, говорили, то, что травмоопасно, там, ну, приводили в пример Мухаммеда Али, где, типа, он же старается, там, здоровье у него хромало. Ну, вот говорили, типа, как он будешь. Начал результаты на соревнованиях показывать, потом уже начали там, меня поддерживать, там, верить в меня. Есть такой, ну, боец Муай-тай, там, он мне очень нравится, он такой агрессивный, хорошо дерется очень. В сборной нас было человек 20, ее отсеяли, осталось просто 10 человек. А так, я все равно так знал, что в Дети Азии буду выступать. И точку мне поставила, это первенство Дальневосточного федерального округа. Ну, это, считай, отборочные соревнования были. Те, кто там золото займут, то в Дети Азии попадают. Ну вот тогда я удостоверился, что я в Дети Азии попаду. Я же вам сказал про отборочные соревнования. Ну, в первую очередь они радовались за золото, потом уже типа узнали то, что я попаду на Дети Азии, тогда радовались. А кто не будет радоваться? Подготовка конкретно особенная была. Вот, мы, начиная с июня 2023, вот тогда мы узнали то, что в Дети Азии будут, то, что в кикбоксинг попало в Дети Азии. А вот тогда уже мы начали конкретно готовиться, сказали нам то, что в Дети Азии будем выступать. Первые сборы у нас были в Якутске. Лагерь «Связист» называется, «Связист». Вот с этого началось уже. Летели мы там в Дагестан, в Туймазы, Суздаль, Уфу. Ну, по всей России, короче, летали, там соревнования, сборы везде были. Очень сложно, я бы сказал, очень сложно. Ну, потому что, в первую очередь, времени там на гулянки, на своих друзей не остается, типа, с тренировки в школу, с школы на тренировки, там. Ну, суета, конкретно суета. Вот особенно последние сборы, которые в городе у нас были, это вообще самые сложные сборы, которые у меня были. Потому что мы там, первую неделю мы там каждый день по 12-13 километров бегали, это очень сложно было. Ну, благо все перетерпели, никто не сломался. Самым сложным это связывать комбинации, типа после рук, ноги там. Когда я боксом занимался, у меня типа концентрация только на руки, там, ну, двигаешься там. А в кикбоксинге еще и надо ногами, типа, когда ты активно двигаешься ногами, тебя могут там лоу-кик пробить, типа, как сказать. В боксе мы боксируем, а в кикбоксинге это, ну, более драка, чем боксировать, более драка. Конечно, есть такое ответственность, волнение, но когда ты на ринг заходишь, типа, под воздействием адреналина, все мысли просто уходят с головы, и ощущается просто как обычное соревнование, как обычный спарринг. Я сам высокого роста и привык боксировать с низкорослыми, И в финале у меня попался соперник, ну, он где-то ростом где-то вот такой был, ну, выше меня был. С ним было непривычно боксировать, но благо мы взяли свое, победили. Я бы сказал, то, что Дети Азии вообще очень хорошие соревнования, там организация на высшем уровне в плане культурного и в плане соревновательного. Ну, там всякие мероприятия, конкурсы проводились, и, ну, ребята очень хорошие, дружелюбные, познакомился там с ребятами из других стран, с палестинцами, с казахстанцами, с таиландками. Появилась атмосфера такого реально, знаете, реально профессионального спорта, типа ощущать то, что мы готовились целый год ради 2 дней соревнований. Это очень реально так ответственно было. Момент, когда мне поднимали руку в финале, это было очень круто, атмосферно. Ну, такое не передать словами. Очень хорошее чувство. Я посвящаю свою победу на Детях Азии своей матери, потому что я ее сильно люблю, и она у меня стоит на первом месте.